Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Юкшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Абхазию для участия в инаугурации президента Республики Абхазия Бадры Гунба. КБФ «Ашан» открывает сбор средств для проведения операции 9-летнему Дамию Кучубере с диагнозом несовершенный остеогенез. 3 апреля в стенах Абхазской государственной филармонии состоится концерт фортепианного дуэта «Пиано-дуо». Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба подписал указ о мерах по сохранению водных биоресурсов. Согласно указу, предоставление лицензий на промышленную добычу водных биоресурсов приостановлены. Также временно приостановлена выдача нормативной документации на проектируемые и строящиеся предприятия по переработке рыбы. Кабинету министров поручено разработать предложения по эффективному государственному регулированию сохранения водных биоресурсов и устойчивому развитию промышленного рыболовства. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Абхазию для участия в инаугурации Бадры Гунба. На абхазо-российской границе его встретили исполняющий обязанности первого вице-премьера Абхазии Джансух Нанба, исполняющий обязанности министра юстиции Анри Барцыц, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Бациев и наша съемочная группа. Смотрите репортаж Сарии Кварцхелия. 2 апреля в актовом зале Кабинета министров ровно в 12:00 состоится официальная церемония вступления в должность избранного президента Республики Абхазия Бадры Гунба. Среди почетных гостей президент Южной Осетии Алан Гаглоев. На абхазо-российской границе его встретили исполняющий обязанности первого вице-премьера Джансух Нанба, исполняющий обязанности министра юстиции Анри Барцыц, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Бациев, детский хореографический ансамбль «Афартан». Мы приветствуем вас на абхазской земле. Мы приветствуем вас как наших близких, родных братьев. Пусть ваш приезд будет праздником не только для нас, но и для вас. А всему народу Южной Осетии мы желаем в первую очередь мира, добра и процветания. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие наши братья, мы приехали к нашим братьям, чтобы поздравить народ Братской Республики, пожелать благополучия, поздравить избранного президента, пожелать удачи и успехов на благо народа республики, чтобы республика процветала, чтобы были достижения и чтобы мы вместе радовались нашим общим успехам. Всего вам самого наилучшего и всегда с большим таким желанием мы жмемся к нашим братьям, и всегда погода бывает уже как по заказу. Поэтому очень бы хотелось почаще приезжать не только на выборы, не только на результаты выборов, но и на достижения, на открытие новых производств, на открытие новых организаций. Дай Бог, чтобы мы почаще встречались как на территории Республики Абхазия, так и на территории Южной Осетии. Спасибо. Спасибо. Далее члены делегации во главе с Аланом Гаглоевым возложили цветы к мемориальному комплексу защитников Абхазии и добровольцев из Южной Осетии. В селе Псахара президента Южной Осетии встретили представители администрации Гагарского района.
поездке Гаглоева сопровождают глава МЧС Ибрагим Гасеев, первый заместитель главы администрации города Цхинвал Николай Гаглоев и помощник президента Алан Плиев. Сария Кварацхеля, Адам Арджения, Абхазское телевидение. Церемония инаугурации избранного президента Абхазии Бадры Гунба будет транслироваться на нашем канале в прямом эфире. Начало трансляции в 12 часов. С 1 апреля прекращается срок действия указа, исполняющего обязанности президента от 21 января 2025 года, в соответствии с которым было приостановлено плановое повышение тарифов на электроэнергию. Возобновляется действие постановления Кабинета министров от 7 апреля 2022 года, которое предусматривает ежегодное плановое повышение тарифов на электроэнергию. Подробная информация о новых тарифах будет опубликована на официальном сайте Министерства энергетики и транспорта. Завершились дистанционные этапы конкурса «Команда Абхазии». Всего было подано более 3000 заявок. 345 участников успешно прошли все онлайн-тесты. Дистанционная часть конкурса состояла из 2 этапов. Первый этап предусматривал оценку системного мышления и написание эссе. По его результатам в следующий дистанционный этап прошли до 600 участников, которым предстояло продемонстрировать свой управленческий потенциал. В ходе очного этапа участникам конкурса предстоит продемонстрировать профессиональные компетенции и навыки работы с проектами. Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба направил на рассмотрение исполняющему обязанности президента проект закона о внесении изменения в Уголовный кодекс Республики Абхазия для дальнейшего представления в Народное собрание. Законопроект предусматривает уголовную ответственность за действия по поиску и изъятию археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой при отсутствии разрешения. Проблема черных копателей существует в Абхазии почти все послевоенное время. Этот процесс охватил всю республику от берегов моря до высокогорья, и с ней стало очень сложно бороться. Частные лица завозят металлоискатели от самых простых моделей для поиска золота до более сложных. Постоянным нашествием копателей подвергается Маркузское городище. Более 150 грабительских раскопок было зафиксировано в Цибельдинском заповеднике. Недавно следы черных копателей были обнаружены в селе Гума на территории храма VI века. Гума-Хучи, древнее абхазское село, значит, и по сей день видны поселения. Поселение за поселением, усадьба за усадьбой. И, естественно, появились там и в духовном плане 2 церкви. Ну, пока известные 2 церкви. Один более-менее известный, вот, значит, древняя церковь, восстановленная в начале века. А другая церковь тоже не так давно найдена, хотя известие есть о ней, значит, упоминается. Вот эта церковь тоже развалины. И там появились такие гости, понапортили, значит, культурный слой перемешан, находки, последовательность, датировка, место расположения. Теперь такой информации нет. К большому сожалению, утеряно. Эти товарищи не успокаиваются, за ними следят. Значит, и МВД, СГБ, органы охраны, ученые беспокоятся. Их самих ничего не беспокоит. Я думаю, что ужесточение законодательства, которое сейчас предпринимается, возымеет успеха. Данные люди будут выявлены, привлечены к уголовной ответственности. Ответственность теперь высокая, от 5 до 6 лет и более. И штрафы теперь очень высокие. Во всяком случае, значит, для территории Абхазии, для нашего гражданина, это, значит, наказание, оно гораздо окажется, и думается, что многие одумаются, остановятся. Дело в том, что эти памятники, они очень своеобразны. В Нагорной части единственные в своем роде признаки древней цивилизации, христианской культуры, они не могут быть уничтожены. КБФ «Ашан» открывает сбор средств для проведения операции 9-летнему Дамею Кучуберия с диагнозом несовершенный остеогенез. Необходимо собрать более 3 миллионов рублей. Подробнее в материале Алики Трапш. Маленький Дамей Кучуберия вновь нуждается в помощи. Мы не раз рассказывали его историю. У мальчика несовершенный остеогенез, очень ломкие кости. У ребенка может случиться перелом от объятий, сильного кашля, чихания. Основной причиной заболевания является неправильная выработка коллагена организмом, либо же его нехватка. По словам специалистов, полностью излечиться от болезни невозможно, но есть шанс в разы улучшить состояние ребенка, чтобы он самостоятельно мог бегать, играть. Ребенку необходимо практически
практически пожизненная помощь, введение таких препаратов, как бисфосфонат. Ему уже проводилось несколько курсов, и учитывая, что должен расти ребенок и расти должен правильно, вводятся штифты, которые помогают правильному росту. Но мы можем в разы улучшить качество жизни ребенка. Мы можем помочь ему ходить, бегать, даже ездить на велосипеде, если данное лечение будет проводиться ежеквартально. Поэтому я обращаюсь к телезрителям, обращаюсь к народу, как член попечительского совета фонда Ашана, помочь ему, оказать ему помощь, чтобы он мог наравне с другими детишками бегать, прыгать и выполнять необходимые функции, которые мы можем на сегодняшний день себе позволить. Несмотря на тяжелый недуг, Дамир Кучубери очень жизнерадостный ребенок. Ему 9 лет, учится в школе в 3 классе. Учеба мальчику дается легко, он отличник. Маленький Дамир мечтает поскорее пройти лечение, чтобы осуществить заветную мечту – стать футболистом. Я люблю стать футболистом, потому что я увидел, что мой дядя играет в футбол, и я тоже захотел стать футболистом. Есть кумиры, Месси, есть, еще Роналдо тоже. Благодаря ранее оказанной помощи мальчику удалось пройти более 10 курсов лечения по мидронатам в Европейском медицинском центре в Москве. Сейчас Дамир ждет хирургического вмешательства в современном многопрофильном хирургическом центре GMS Clinic. Ему сейчас необходимо провести реконструктивную операцию. На данном этапе уже в апреле месяце его ждут в клинике в Москве для проведения операции на левое бедро. Спустя 3-4 месяца уже будет проведена операция на ту же ногу, но уже на голень. Это крайне необходимая операция, но это необходимо для того, чтобы Дамир мог уже расти и мог передвигаться самостоятельно без боли. На сегодняшний день на проведение 2 операций необходимо собрать 3 320 000 рублей. Обращаюсь ко всем с просьбой помочь в очередной раз поддержать семью Кучубери и не оставить в беде Дамира. Конечно же, для семьи Дамира Кучубери сумма для проведения операции неподъемна, но каждый из нас может сделать пожертвование, чтобы жизнь маленького Дамира стала легче и ярче. Для нашей семьи эта сумма неподъемная. И благодаря добрых людей, фонду Ашана, мы надеемся, что все получится. Спасибо всем огромное, что на протяжении скольких лет помогают нам. Самый легкий и доступный способ помочь Дамиру Кучубери – отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах пожертвований можно узнать на официальном сайте КБФ Ашана. Аля Катрапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Продолжаем выпуск. У 2 братьев из Северной Осетии изъяли 60 поддельных абхазских паспортов. Об этом сообщает спутник Абхазия. Следствие установило, что злоумышленники купили у неизвестных лиц паспорта на разные ФИО, уведомления о прибытии иностранного гражданина и миграционные карты. Документы им нужны были для получения банковских карт, которые использовались для незаконного оборота денег, сообщили в МВД России. Подозреваемых задержали в ноябре в одном из банков Георгиевска. Там усомнились в подлинности документов. Во время обыска у них также изъяли сотовые телефоны, около 30 банковских карт и такое же количество сим-карт. Возбуждено 9 уголовных дел, которые объединены в одно производство. Подозреваемые заключены под стражу. 3 апреля в Абхазской государственной филармонии состоится ежегодный концерт фортепианного дуэта Нинель Бжани и Гулизы Авицба в сопровождении Государственного камерного оркестра под управлением Давида Терзяна. Наши корреспонденты побывали на генеральной репетиции и узнали, что на этот раз ждет любителей музыки. Репортаж Зины Ханагуа. Зал Абхазской государственной филармонии наполнен звуковой магией. Здесь музыка вдохновляет, впечатляет, а профессионализм поражает. Оттачивая звучание каждой ноты, музыканты тщательно готовятся вновь покорить жителей и гостей столицы.
Фортепианный дуэт народной артистки Абхазии Нинель Бжани и заслуженной артистки Абхазии Гулизы Авицба в республике знают все. Талантливые пианистки, решившие попробовать себя в сложном, но интересном жанре исполнения, в 4 руки уже завоевали своего зрителя и пользуются в республике популярностью. Аккомпанирует им, уже по сложившейся традиции, Государственный камерный оркестр под управлением народного артиста Абхазии Давида Терзяна. Совместное исполнение требует особого музыкального чутья и идеальной синхронизации, а звучание 2 роялей в сопровождении камерного оркестра делает музыку намного ярче и полностью захватывает слушателя. Над предстоящим концертом кропотливо работают все. Музыка проникает в глубину души слушателя, создавая неповторимую атмосферу эмоций и вдохновения. Ее красота и гармония переносят нас через века, не позволяют почувствовать связь с прошлым и будущим. Программа концерта не оставит равнодушным никого. Здесь и классика, и современные произведения. У нас премьера. Мы выбрали очень интересную программу, как классическую, так и современных композиторов. Очень много аранжировок, которые будут очень неожиданными для наших слушателей. Я надеюсь, что им будет это интересно. В программе, конечно, композиторы классики. Это обязательно, потому что главная цель, моя личная и моих коллег тоже, это приобщение нашей молодежи к классической музыке. В принципе, этот проект так и построен, чтобы они могли наряду с известными, популярными мелодиями услышать именно шедевры классической музыки. В принципе, мы следуем этой традиции в этом году. Я думаю, это будет очень интересно молодежи, прежде всего. Для нас это важно. Артисты не боятся экспериментировать и миксовать классические произведения с популярными хитами. В результате удовлетворяются запросы 2 разных аудиторий. Та атмосфера, которая царит в концертном зале, рассказывают друг другу, на следующий концерт приходят, и это, конечно, очень приятно играть и выступать при полном зале. Ну, в этом году, конечно, у нас немножко сложная ситуация, потому что мы готовим сразу 2 программы. Одна здесь для наших зрителей, а другую мы везем у нас 7 числа. В Самаре будет концерт, там очень красивая большая филармония, зал около 1000 мест. И мы туда везем другую программу, и поэтому нам приходится заниматься в 2 раза больше. Это проект между Министерством культуры Абхазии и России. Фортепианный дуэт «Пиано-дуо» сравнительно молодой коллектив Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба. Созданный в 2016 году, он сразу же завоевал признание и любовь. Артисты поделились своими эмоциями перед предстоящим концертом. Заслуженная артистка Абхазии Гулиза Авицба, как сейчас, помнит первый концерт. Первый концерт у нас был в 2016 году. Следующий год это будет у нас юбилейный концерт. Какие-то уже планы появляются. Надеемся, что-то интересное сделаем. Для нас этот концерт, конечно, очень трепетный, волнительный процесс, потому что мало того, нам нужно играть, выходить. И еще, естественно, мы переживаем, понравится ли публике. Конечно, для нас имеет значение, когда полный зал. У нас появляется другое настроение, и как-то уже волнение потом даже уходит. У нас музыка и для детей, и для молодежи, и для взрослых, разное поколение, так что программа будет просто очень интересная. Приходите. В классической музыке нет текста, но она говорит сама за себя. Музыкальные композиции способны передать самые сложные эмоции. От грусти до радости, от меланхолии до восторга. Каждый аккорд и мелодия выражают что-то глубокое и уникальное, что обогащает и волнует слушателей. 1,5 часа чистой музыки подарят массу положительных эмоций. Концерт фортепианного дуэта «Пиано-дуо» состоится 3 апреля в стенах Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в 19:00. Успейте приобрести билеты. Шазина Ханагу, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде.
В Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами со второй половины дня временами дождь, гроза и туман. Температура воздуха ночью 8-13, днем 16-21 градус. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.